Ремонтные работы взлетной полосы в аэропорту Сыктывкара идут с опережением. Подрядчик планирует завершить обновление даже раньше установленного срока – 1 июля. Об этом сообщил заместитель директора «Нефтедорстрой» Александр Исаченко во время встречи с первым зампредом правительства Коми Эльмирой Ахмеевой. Она проинспектировала ход работ на взлетной полосе. Средства на ремонт выделила республика. Решение было принято в конце прошлого года. Тогда же правительство республики оказало региональному авиаперевозчику государственную поддержку. Погасила долги Коми Авиатранс. Татьяна Супряткина подробнее. 46 тысяч квадратных метров покрытия на взлетной полосе и перроне. Объем работ стоимостью в 139 миллионов рублей. Треть от запланированного уже выполнены. С материалами проблем нет. Необходимые запасы завезли еще в прошлом году. На 1 июля, я думаю, что мы закончим полосу. Если будет плохая погода, значит, начинаем делать перрон, эти карты резать в стоянке. То есть с нами никаких проблем Андрей Васильевич не имеет. Такого масштабного обновления взлетной полосы не было больше 11 лет. Проводили лишь мелкие ямочные ремонты. Выделение финансовой поддержки Коми Авиатрансу было принципиальным решением для правительства Коми. Республика не могла лишиться своего авиаперевозчика. В декабре 2021 года утвердили сумму на ремонт и на погашение долгов компании. Конечно же, мы здесь не останавливаемся. Как вы знаете, мы ведем работу с прошлого года по итогам заседания Госсовета по развитию транспорта под председательством президента Российской Федерации, где глава в нашей республике Владимир Викторович обратился к президенту за помощью оказать содействие для финансового оздоровления Коми Авиатранса. Работа ведется регулярно, можно сказать, в ежедневном режиме, поэтому мы надеемся на поддержку федерального центра для того, чтобы мы смогли привести и взлетно-посадочную полосу, и аэропортовый комплекс, и не только в Сыктывкаре, а во всех наших 7 аэропортах, которые относятся к Коми Авиатрансу, в нормативное состояние, в первую очередь в целях обеспечения безопасности наших пассажиров. Ремонтные работы не повлияли на полетную программу. Авиакомпании были предупреждены о временных ограничениях заранее. С 11 утра и до 19 часов аэропорт не принимает самолеты. В остальное время работает в штатном режиме. Эта помощь аэропорту Сыктывкар очень своевременная. 1 июня 2023 года заканчивается действие сертификата аэродрома. Естественно, будут сертификационные работы проводиться Росавиацией. И к этому времени у нас полоса будет в нормативном состоянии. Проблем с продлением сертификата не будет. Ремонт взлетной полосы – это не только вопрос безопасности пассажиров. Стартовал туристический сезон. Обновленные аэропортовые комплексы смогут принимать дополнительные рейсы, а значит, республику смогут посетить гораздо больше туристов. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.